1735 году в Башкирии вспыхнуло восстание, причиной которого стало начало Оренбургской экспедиции, масштабного правительственного проекта по продвижению Российской империи в страны Центральной Азии. Башкиры увидели в этом геополитическом проекте угрозу своим правам и вольностям, закрепленным условиями вхождения Башкортостана в состав Московского царства. Первый этап этого длительного и кровопролитного восстания возглавил глава Юрматынской волости Кельмяк Абыс Нурушев. Кем он был и какой след оставил в истории? Кельмяк Нурушев был одним из выдающихся предводителей башкирских восстаний 17-18 веков. Его имя мало кому известно за пределами Башкортостана, хотя он и возглавляемое им движение сыграли ключевую роль в изменении восточной политики Российской империи, что в свою очередь повлияло на геополитическую ситуацию во всей Центральной Азии, сложившуюся к 30-м годам XVIII века. Одним словом, фигура Кельмяка Нурушева является недооцененной и, главное, непонятой. Впрочем, так же, как остались непонятыми личности его знаменитых современников, например, того же Алдара Исикеева. Кельмяк Нурушев родился около 1690 года в Юрматынской волости, в ауле, который ныне известен как село Сайраново. Сайраново – село в Ишимбайском районе республики. В начале XVIII века носило название Кулчук, затем Муталап, а во второй половине XVIII века приняло свое современное название по имени старшины Юрматынской волости и пугачевского предводителя Сайрана Саитова. Кельмяк был образованным человеком. Недаром он остался в памяти как Кельмяк Абыс. Известно, что его медресе и мечеть пользуются большой популярностью во всей Башкирии. Его ученость, личные выдающиеся качества, военный и жизненный опыт сделали его признанным руководителем племени Юрматы. Кельмякова мечеть была известна как один из центров ислама и мусульманского прозелитизма. Начальник будущей Оренбургской экспедиции Иван Кириллов в 1735 году докладывал императрице Анне Иоанновне, что муллы распространяют свой закон и обрезывают не только чуваш и мордву, но и русских беглых, как о том заподлинно слышал в Азиевой и Кельмяковой мечети. Не случайно Кельмяк именовался Абызом. Абыз – духовное лицо у мусульман Урала-Поволжья. Термин «абыз» является испорченным арабским словом «хафиз». Хафизами именуются знатоки Корана. В нескольких километрах от села Сайраново находится деревня Хазина или Хажи, носящая имя Хажи Акускарова, который приходился дядей Кельмяку Нурушеву. Ну, по разным данным есть и как Хажи его упоминают, но по нашим данным он Ахман Хажи, Акман. Вот такая легенда была. А потом, когда мы начали изучать, у нас фрагментарно, конечно, были шажиры. Часть предков наших как бы отсутствовала в этом, но в прошлом году мы с помощью работников Центрального архива начали искать республиканского. И уже на сегодняшний день мы уже полностью выстроили шажиры до Аккускара. Хажи или Акман Хажи Акускаров был одним из лидеров башкирского восстания, вошедшего в историю под названием Алдаровщины. Алдаровщина стала ответом на губернскую реформу Петра I, решившего порвать с прежней моделью отношений между Московским царством и Башкирией. Башкиры называли эти отношения протекцией. Петр, перестраивавший государство по европейским лекалам, решил более не считаться с особым статусом Башкирии и учинить башкир, как тогда говорили, в прямом холопстве. Политика Петра плюс вопиющее злоупотребление чиновничества вызвали мощные восстания. Предводителем восставших стал Тархан Алдар Исикеев, почему бунт получил название Алдаровщины.
Алдар Исикеев, глава Бурзянской волости, потомственный Тархан и Батыр, участник крымских походов 1687 и 1689 годов, а также азовских походов 1695 и 1696 годов, предводитель башкирского восстания 1704-11 годов, казнен в городе Самара в 1740 году. Алдар и его ближайший соратник Хажи Акускаров в 1705 году отправили посольство ко дворам крымского хана и турецкого султана, чтобы просить о назначении им в ханы принца из династии Гиреев. Будучи ближайшим родственником Хаджи Акускарова, Кельмяк уже в юношеском возрасте окунулся в эти бурные события. Приблизительно ему где-то лет 16-17 было, когда он в составе башкирской делегации был направлен в Турцию для того, чтобы заручиться поддержкой турецкого султана Ахмета. Много лет спустя, уже находясь под следствием, Кельмяк Абыс показывал: дед и отец его старинные башкирцы. В турецкой стороне, в Крыму, в городе Бакчи-Сарай, он был таким случаем. До алдаровского бунту за полгода посылали его, Кельмяка, башкирцы с товарищи 27 человек, помянутый Хази и Алдар, в Крым к крымскому хану с письмами. Когда план получить на трон Башкирии представителя династии Гиреев не сработал, Алдар переключился на менее престижную, но зато автохтонную династию Кучумовичей. Однако у последних не было серьезных военных сил. Тогда Алдар провозгласил башкирским ханом мало кому тогда известного казахского принца Абул-Хаира в расчете на то, что со временем он станет ханом всех казахов и поможет ему реализовать проект двуединой башкирско-казахской унии под главенством единой династии. Все многочисленные проекты Алдара имели под собой одну единственную цель – добиться политической независимости Башкирии. Однако его планы были сорваны резко изменившейся политической конъюнктурой. Во-первых, выяснилось, что далеко не все башкирское общество поддерживает Алдара. В 1728 году посольство башкирских князей Абызов и Тарханов отправилось в Москву и от имени всего народа присягнуло императору Петру II. После почти 20-летнего периода независимости Башкирия вновь вернулась в состав России. Но самым главным обстоятельством, перечеркнувшим начинание Алдара, стало принятие русского подданства казахским ханом Абул-Хаиром, на которого он сделал свою главную ставку. Абул-Хаир хан – потомок Тука Тимура, внука Чингисхана. Участник башкирского восстания 1704-11 годов, сподвижник Алдара Исикеева. Примерно в 1712-14 годах был провозглашен башкирским ханом. В 1718 году стал ханом младшего казахского жуза. В 1731 году принял русское подданство. Причина, заставившая Абул-Хаира искать покровительство России, заключалась в нашествии западных монголов – джунгар. Они оттеснили казахов на северо-запад, и те явочным порядком стали занимать башкирские земли по рекам Эмба, Илек, Уил, Иргиз, Еик, Табол. В итоге казахи стали объектом нападений не только джунгар, но также башкир и яицких казаков. Тогда Абул-Хаир хан попросил своего старого товарища Алдара Исикеева выступить посредником между ним и русским правительством, надеясь тем самым защититься от соседей. Едва до Петербурга дошла весть о желании хана принять русское подданство, как в недрах имперской бюрократии созрел план о экспансии в страны Востока через отныне дружественные казахские степи. Автором проекта стал Иван Кириллов. Иван Кириллович Кириллов. Государственный деятель, картограф и географ, птенец гнезда Петрова, выпускник навигатской школы, копиист, а затем обер-секретарь Сената, автор Оренбургской экспедиции. Кириллов бредил славой испанских конкистадоров. Он убеждал правительство, что в случае успеха экспедиции Россия в соседи своим владением Калифорнии и Мексики достигнет, хотя гешпанцам сие не любо будет.
Так вот, эта задача, цель достижения Индии, достижения стран Средней Азии, не только в военно-политическом, но и в торговом, экономическом отношении, она была связана вот как раз с этим предложением Абулхаира. То есть две идеи нашли свою реализацию в проекте секретаря Сената Кириллова, который как бы попытался собрать все вероятные варианты использования ситуации для мощного прорыва Российской империи туда далеко на юго-восток. То есть это был очень амбициозный проект. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Главной ошибкой Кириллова был маршрут движения экспедиции. Поскольку посредником процесса принятия русского подданства казахами выступил Алдар-Тархан, Кириллов принял решение двигаться через Башкирию, ошибочно полагая, что действия знаменитого предводителя согласуются с желанием всего башкирского народа. Но это было далеко не так. Горизонтально интегрированное башкирское общество не терпело диктата любой, пусть даже самой авторитетной личности. Оно решило сопротивляться. В плане Кириллова было основание Оренбурга в качестве перевалочной базы для движения к Аральскому морю. Однако начальник экспедиции даже не удосужился спросить разрешения башкир, на чьей вотчинной земле он собирался строить крепость. Он совершенно не принимал в расчет, что башкиры себя считают суверенным субъектом, что, имея открытую границу, они еще в 20-30-е годы абсолютно свободно договаривались со своими соседями, устанавливали союзные отношения, в частности, с теми же казахами, калмыками, и вели войны, абсолютно поступая, ведя себя как политический субъект. Вот это Кириллов в своем проекте в расчет не воспринял. И это стало причиной, в общем-то, краха его замыслов. Почему? Потому что всю свою оставшуюся жизнь в должности директора экспедиции он посвятил не прорыву на восток, о чем он мечтал, а тем, что боролся с тем, к чему привела его ошибка, то есть подавлением башкирского восстания. Дореволюционный историк Александр Добромыслов писал: «Башкиры во главе с Кельмя-Кабызом пришли к заключению, что с постройкой города и крепости на устье Ори Башкирия постепенно будет окружена с восточной стороны и таким образом навсегда войдет в состав России. И кроме того, не будет никакой возможности возвратить от киргиз те земли, северные части нынешней Тургайской области, которые они отняли у них не более четверти века тому назад. А потому и решились оказать русскому правительству противодействие в осуществлении предположений его об устройстве восточных окраин с оружием в руках». Речь шла о свободе именно сохранения политической субъектности. Перекрытие южной границы для башкир означало прекращение собственной, так сказать, собственного суверенного состояния. Вот, чтобы это понять, необходимо было иметь мощный дар объяснения. Когда мы говорим о восстании 35-36 годов, единственное имя всплывает – Кельмяка Нурушева. И я повторяю, это не случайно. То есть это идеолог, которому удалось показать именно, о чем говорил Тевкелев, преимущество сохранения, так сказать, свободной границы. Оренбургская экспедиция, в общем-то, как раз-таки угрожала интересам всего башкирского народа. Весной 1735 года на реке Деме состоялся тайный съезд башкир всех 4 дорог, на котором было принято окончательное решение атаковать Кириллова. Причем нанести первый удар Курултай поручил Кельмя-Кабызу, поскольку маршрут экспедиции пролегал по территории Юрматынской волости. Вернувшись в родной аул, он стал готовиться к бою. В этой деревне, чуть дальше деревни в ту сторону, где-то в километре, имеется так называемая Тугай Масите или Хажи Масите. И именно после принятия решения в этой мечети Тугай Маситында, Кельмак Нурушев со своим войском выдвинулся в район современного Зергана и дал бой Вологодскому полку.
1 июля 1735 года в урочище Зирган Кельмяк-Абыз с 3000 джигитов атаковал арьергард экспедиции, состоявшей из Вологодского драгунского полка, а также отряда уфимских дворян и казаков. Правительственные войска понесли серьезные потери. Погиб командир полка, подполковник Чириков. Оренбургский историк Дмитрий Сафонов справедливо замечает: фактически экспедиция была разгромлена, серьезно не начавшись. Потеря основной части боевого сопровождения и продовольственных запасов делала успех весьма иллюзорным. 15 августа 1735 года Кириллов заложил Оренбург и на радостях написал поздравление императрице Анне Иоанновне с приобретением новой России. Но радость его была преждевременной, так как до столицы дошла весть о начале башкирского восстания, и Кириллову был послан указ о немедленном свертывании экспедиции. Однако затем в Петербург пришла другая весть о том, что город-то уже основан, поэтому правительство аннулировало свой предыдущий указ. Не отказываться же от того, что уже приобретено. Что касается Кириллова, то он начал беспощадную резню башкирского населения, словно вымещая на нем злобу за свою несбывшуюся мечту о походе к Индийскому океану. Правительство понимало, что большая часть вины за случившееся лежит на нем самом. Поэтому Анна Иоанновна предлагала башкирам полное помилование в обмен на головы их предводителей. Весьма полезно было, чтобы из соизволяемого нашего всемилостивейшего генерального прощения самые первейшие начальники и авторы сего бунта, а особливо Кельмяк-Абыз и Акай, включены, и от них, башкирцев, нам выданы. Как и следовало ожидать, никто из повстанцев не мог и подумать о выдаче своих вождей. Мало того, сторонники Кельмяк-Абыза появились даже среди казахов. Художник Джон Кестль, находившийся в составе экспедиции, писал: «Я узнал, что подстрекаемые оттаманской портой стоят наготове 40 тысяч недовольных киргизов, которые хотят, объединившись с башкирским бунтовщиком Кельмеком, выступить против Российской империи и статского советника Ивана Кириллова, одолеть его и потом опустошить все земли от Уфы до Казани». Надо сказать, что в башкирском обществе не было единства относительно экспедиции. Да, большинство простых общинников было резко против нее, так как ее реализация вела к изъятию огромных площадей башкирских земель. Однако знать во главе с Алдаром, которого уж никак нельзя заподозрить в предательстве своего народа, смотрела на данный вопрос несколько иначе. Близко знакомые с русской армией и государственными структурами Российской империи, они прекрасно понимали, что справиться с этой махиной, к тому же уже находившейся в сердце Башкирии, им не по силам. Поэтому аристократия предлагала не препятствовать движению экспедиции, а лишь ждать скорейшего ее удаления из Башкирии в Среднюю Азию, где ее, возможно, ожидала судьба уничтоженной в Хиве 18 годами ранее экспедиции Бековича-Черкасского. Если же экспедиция Кириллова увенчается успехом, то и в этом случае, по мнению знати, нет никакой беды, поскольку это уже будет проблемой среднеазиатских ханств, но никак не башкир. Таким образом, позиция башкирской знати была сугубо прагматической. Алдар и его сторонники старались избежать вооруженного конфликта и, поступившись частью земли в пользу казахов и строящегося Оренбурга, сохранить все остальное. Позиция Кельмяка «ни пяди родной земли» была скорее романтической. Однако обе стороны исходили из патриотических побуждений. Тем временем предводитель башкир Зауралья Юсуп Батыр Арыков уничтожает гарнизон Верхояицкой крепости, наносит поражение сибирскому драгунскому полку и полностью перекрывает продовольственное снабжение Оренбурга, шедшее из сибирских слобод. В результате этого почти весь оренбургский гарнизон погибает от голода. Узнав об этом, правительство Анны Иоанновны принимает печально известный указ от 11 февраля 1736 года, в котором провозглашается курс на беспощадное подавление башкирского восстания и пересмотр условий присоединения Башкирии к Московскому царству. Американский историк Альтон Доннелли писал: «Грандиозный план Кириллова не был претворен в жизнь из-за колониальной войны. Способом, посредством которого русские осуществили включение Башкирии в состав империи, было по своей сути военное завоевание».
1968 году американский историк Элтон Доннелли выпустил книгу «Завоевание Башкирии Россией», которая вызвала негативный отклик советских и башкирских историков. Особенно их возмущало название книги. А ведь Доннелли совершенно не отрицал добровольный характер присоединения башкир. Просто он отмечал, что, признавая власть русского царя, башкиры не считали, что их земли автоматически должны быть, у них отняты. А вот именно экспедиция Кириллова, после того, как башкиры отказались, подчиняться вот этим планам, и вся мощь этой экспедиции была обрушена против башкир, вот эта война уже носила именно колониальный характер. Главнокомандующим 22-тысячной группировки карательных войск был назначен генерал-лейтенант Александр Румянцев, отец будущего фельдмаршала Румянцева-Задунайского. Однако даже этих сил было недостаточно, чтобы справиться с восставшими башкирами. 25 июня 1736 года недалеко от Красноуфимска Батыр Тулькучура Алдагулов разгромил Астраханский драгунский полк. А буквально через 4 дня Кельмяк-Абыз предпринял дерзкое нападение на лагерь самого генерала Румянцева с целью освобождения находившегося в заложниках лидера западных башкир Акая Кучумова. Акай Кучумов, ага, глава Тамьянского Эля, волости, Казанской дороги Башкирии, лидер повстанцев Западной Башкирии. Как докладывал генерал Румянцев, башкиры ударили к самому фронту, дабы меня убить или взять и аманатов, и содержавшихся воров всех освободить. Когда атака была отбита, повстанцы бросились в притворное бегство. Погнавшиеся за ними в погоню драгуны были окружены и перебиты. Всего погибло около 2 рот солдат. После такого конфуза потрясенный генерал Румянцев написал рапорт о переводе его в действующую армию и отбыл на турецкий фронт. В конце 1736 года из-за разорений, связанных с войной, в Башкирии разразился голод. Мирские люди, то есть рядовые общинники, требовавшие год назад войны, теперь требовали от своих вождей заключения мира. В эгалитарном башкирском обществе элита была плоть от плоти народа, поэтому она не могла игнорировать требования масс. Первым сдался в руки властей Акай Батыр, затем Юсуп Батыр, который заявил, что отдается воле мирскую, даже если они, мирские люди, его Юсупа, связав, отошлют или самому велят нести свою голову генералу Татищеву. В начале 1737 года их примеру решил последовать и Кельмяк-Абыз. Он завел переписку с командирами карательных сил, обещая прийти с повинной при условии обеспечения возможности непосредственно обращения к Анне Ивановне. Те сделали вид, что готовы идти ему навстречу, но сами готовили коварный план по пленению Кельмяка. Ключевую роль в реализации этого плана сыграл комиссар Иван Утятников, содержавший соляные варницы близ построенной Кирилловым Табынской крепости. Академик Иван Лепехин, побывавший в Башкирии через 30 лет по окончании восстания, передает следующую версию поимки Кельмяк-Абыза. Утятников написал мирные договоры с башкирами, притворясь на то иметь соизволение от российского двора, и по заключении притворного миру зазвал к себе на пиршество всех лучших окольных башкирцев, между коими и главнейший бунтовщик Кельмяк-Абыз находился, и, упоив их, иных побил, иных перевязав, отослал в башкирскую комиссию. Совершенно ясно, что Лепехин пересказал искаженную версию событий. Во-первых, следует сразу отбросить подробность о том, что Кельмяк был захвачен во время хмельной пирушки. Нельзя забывать, что он был муллой, религиозным деятелем. Ну, представь себе, мулла в начале XVIII века. Может ли он напиться? Ну, во-первых, башкиры в то время и не знали спиртных напитков. Но пили кумыс. А тот раз напился там, чего там он напился? Водки, что ли? А во-вторых, Кельмяк был арестован не в Табынске, как утверждал Лепехин, а в Уфе. Утятников отправил сообщение Кельмяку
Из Петербурга пришло милостивое письмо Анны Иоанновны о том, что с башкирами надо заканчивать войну, садиться на переговоры. Но Кельмяк не поверил этому, написал письмо уфимскому воеводе Степану Шемякину. Степан Шемякин заверил Кельмяка, что все правда, это письмо хранится у него. Пусть Кельмяк приезжает, я гарантирую тебе полную неприкосновенность. Кельмяк-Абыз явился в Уфу, где был вероломно схвачен. Он не ожидал, что для достижения своей цели уфимские власти и войсковые командиры осмелятся спекулировать именем императрицы. Кельмяк, видимо, не до конца осознавал все коварство своих врагов, что они вот способны на вот такой поступок. То есть на самом деле они дискредитировали ведь и царицу, и всю предыдущую историю взаимоотношений. В ходе подавления башкирского восстания 1735-1740 годов правительство в одностороннем порядке разрушило всю систему прежних отношений с башкирами. Показательно, что Василий Татищев, возглавивший Оренбургскую экспедицию после смерти Кириллова, подверг ревизии даже краеугольную идеологему о добровольном характере вхождения Башкирии в состав Московского царства. Он заявил, что башкиры являются дважды завоеванным народом, сначала при Иване IV, а теперь при Анне Иоанновне. В 1739 году Татищев был вызван в столицу по обвинению во взяточничестве и вымогательстве. В качестве трофеев, могущих, по его мнению, смягчить к нему отношение следственных органов, он взял с собой главных бунтовщиков – Кельмяк-Абыза, Акая Кучумова и Юсупа Арыкова, как свидетельство своего рвения. Однако этот трюк не сработал. Татищев все равно был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Что касается дальнейшей судьбы трех башкирских предводителей, то она до сих пор остается неизвестной. По всей вероятности, они подверглись казни. Поимка Кельмяк-Абыза, Акая и Юсупа власти не достигли замирения Башкирии. Напротив, башкиры пришли к мнению, что властям верить нельзя, коль скоро они пошли на явное клятвопреступление и обман. Из народной массы выдвинулась новая плеяда вождей, и восстание, начатое Кельмяк-Абызом, шло еще долгих 4 года. Своим нападением на Вологодский полк 1 июля 1735 года он изменил ход истории. Завоевание Средней Азии было отложено на целое столетие. Но Башкирия сама пала жертвой своего свободолюбия, приняв на себя сокрушительный удар империи, который изначально предназначался вовсе не ей. Как развивались бы события, послушайся башкиры Алдара Исикеева, неизвестно. Гадать на этот счет бессмысленно, поскольку история не имеет сослагательного наклонения. Так или иначе, оба, Кельмяк-Абыз и Алдар Тархан, были и остаются героями башкирского народа, просто имевшими разный ракурс зрения на поворотное историческое событие – Оренбургскую экспедицию.